Здравствуйте, уважаемые девочки и мальчики! Привет, взрослые! Сегодняшний день разделил всех зрителей нашей программы на две группы, на два лагеря. Я бы даже сказала, на две партии. В одной собрались все, у кого уже каникулы. Другая партия объединила в своих рядах тех, у кого еще экзамены. Интересы этих партий различны. Я бы даже сказала, противоречивы. Но программа «Твой видеоканал» в интересах стабильности будет придерживаться центристской позиции. А лично я, хоть по формальным признакам и отношусь к партии тех, у кого еще экзамены, готова и словом, и делом поддерживать мирные инициативы партии тех, у кого уже каникулы. Вспомните, что сегодняшний день ознаменован не только началом летних каникул и выпускных экзаменов. Сегодня, 1 июня, Международный день защиты детей. А ребенком Организация Объединенных Наций считает любого человека, которому еще не стукнуло 18. И поэтому с праздником вас, уважаемые девочки и мальчики! А в качестве подарка примите нашу новую передачу. И не простую, а с конкурсами и призами. Здравствуйте! Позади учебный год, впереди летние каникулы. А можно ли что-нибудь из полученных в школе знаний применить в жизни? Не ради оценок, а ради того, чтобы защитить себя от мелких неприятностей и крупных неожиданностей. Чтобы ответить на этот нелегкий вопрос, мы и придумали телеигру без оценок. А участниками нашей сегодняшней первой игры будут 8 Б гимназии номер 56, город Томск. И 8 Б гимназии номер 24. Судить наш сегодняшний конкурс будут замечательные, милые и очаровательные дамы. Итак, это Городилова Наталья Анатольевна, психолог школы номер 34. Арестова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по культуре Дома культуры Сибкабель. Небезызвестная следующий член жюри – это Соловьева Елена, редактор программы «Твой видеоканал». Хочу напомнить членам жюри, что сегодня наша передача оценивается не как обычно. У нас не будет оценок, ни двоек, ни пятерок и ни даже международных троек. Сегодня каждый член жюри может выразить симпатию одной из команд. Это уже что-то. А может и высказать свое пожелание. Это то, над чем стоит подумать. Ну что ж, дорогие друзья, команды готовы. Судьи уже наточили свои перья. Зрители готовы тоже, и мы начинаем нашу игру. Итак, первый конкурс. В яркий солнечный день 1 июня трое отважных – Сидоров Вовочка, Птичкина Катенька и Чайников Иван – решили отправиться в поход. Чтобы было не так жарко, ребята приоделись в светлые костюмы. В темной одежде всегда жарче, чем светлой. Почему? Что думают по этому поводу господа гимназисты гимназии номер 56? Значит, белые одежды, они больше света отражают, чем черные, и меньше поглощают, поэтому меньше нагреваются. А что думают по этому поводу участники команды гимназии номер 24? Белый цвет отражает лучи и поглощает лишь небольшое